Наступило долгожданное лето, и с установлением жарких температур все устремляются на природу. Цветущие деревья, кустарники, насекомые, пыль – казалось бы, безобидные спутники лета. Но пока одни любуются красками вокруг, другие пьют таблетки и прячутся за закрытыми окнами. У Анастасии аллергия проявилась внезапно. Симптомы схожи с простудой. Слезятся глаза, заложен нос, першит горло. Началась реакция на что-то, но я точно не знала на что, и я занималась самолечением, читала в интернете, что нужно сделать и так далее. Я обратилась к терапевту, и терапевт направил меня в медцентр к аллергологу. Чтобы выяснить, есть ли аллергия на тот или иной аллерген, Анастасии необходимо сдать аллерготест. Если аллергия подтвердится, придется избегать потенциально опасного аллергена. Клещ домашней пыли у вас есть, да? Вам нельзя кушать, это уже морепродукты. Креветки, устрицы, кальмары, ракообразные. В летнее время в основном виноваты пыльца растений. Хотя у нас в Якутии это короткое лето, но все равно это у нас встречается где-то 8% это населения поражены полинозом. Очень много уже лекарственных трав, деревья тоже виноваты уже в возникновении пыльцевых аллергенов. Укусы насекомых, то есть инсектная аллергия тоже у нас есть, но она в очень малом количестве. В основном они вызываются осой, пчелами, и где-то уже комары и мошкара. Сегодня медицина знает лишь один способ держать аллергию под контролем. Это аллерген-специфическая терапия. Чтобы быть во всеоружии к сезону цветения, необходимо пройти курс индивидуально подобранной иммунотерапии. Аллерген-специфическая иммунотерапия – это единственное эффективное лечение для больных аллергическими заболеваниями. Полный курс – это 3 года, но в зависимости, как больной реагирует, мы иногда продляем до 5 лет. Уколы делаются виновным причинно-значимым аллергеном, и, конечно, лечение очень рутинное, длительное. Но после полного 3 года это лечение, уже ремиссия наступает где-то 15-20 лет. Отдельно об укусах насекомых. Если аллергия на пробах подтвердилась, то вам следует избегать пчел, ос и других насекомых, способных ужалить человека. Укусы особенно опасны, если укус пришелся в лицо, подмышечную и паховую области. В какой-то степени можно это удалить жало, чтобы уменьшить поступление яда уже в крови, да. И вот на месте укуса уже желательно немножко уже вывести каплю крови и держать холод. Но если в аптечке есть антигистамины, принимают антигистамины или гормональные мази. Без антигистаминных средств на природу вообще лучше не выезжать. Антигистаминных препаратов очень много. Первое поколение уже самый хороший, уже эффективный, это супрастин. Но его побочные действия уже действуют на центральную нервную систему. А второе поколение препаратов, это действия нету. Кистин, уже эриус, лоротидин, уже может быть, цитрин, может быть. Но в какой-то степени они сами по себе, кому-то уже действует хорошо, кому-то действует плохо, потому что каждого человека есть индивидуальная чувствительность к этим препаратам. Комаров привлекают сладкие резкие запахи, разгоряченные люди и любители кваса и сладкого. Аллергическая реакция на укус комара – воспаление и отек. Если сильный зуд, то фенистиль-гель или гистал. Это антигистаминные препараты, уже первым действует, уже снимает зуд, отек уже снимает. И, конечно, соблюдайте простые гипоаллергенные правила. Частая влажная уборка, душ после улицы, стирка вещей, в которых гуляли. Также старайтесь избегать продуктов, которые могут спровоцировать реакцию.